Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. 24 февраля исполнилось 2 года с начала специальной военной операции России в Украине. Различные аналитики, обозреватели, огромное количество СМИ дают свой анализ прошедших 2 лет военных событий в Украине. Главный редактор проекта «Политраша» Кирилл Стрельников, рассуждая на данную тему, пишет: «2 года – большой срок, и мы за ежедневными заботами и волнениями не заметили, что день за днем, шаг за шагом мы стали другими, и другой стала наша страна. Мы как-то вдруг четко и ясно поняли, что мирное будущее наших детей – это не данность, не подарок, не гарантия и не норма. За это нужно бороться, за это нужно сражаться, если надо, до последней капли», говорит эксперт. В начале 3-го года специальной военной операции России на Украине можно констатировать, что события, начавшиеся в феврале 2022 года, подобно любой большой войне последних столетий, привели к крушению многих представлений, теорий и авторитетов в политической и военных областях. Инициаторы, основные участники, да и наблюдатели со всех сторон получили и увидели то, чего не планировали и не ожидали. События, которые начались 24 февраля 2022 года, запустили цепочку исторических и переломных моментов не только в стране, но и по всему миру. За это время Россия пережила многочисленные санкции, дала импульс развитию многополярного мира и обзавелась новыми территориями, пишет обозреватель портала «Реальное время». 2 года боевых действий намечают контуры революционизирующих изменений в военном деле, возможно, предопределяющих облик войны и военного искусства на все 21 столетие, отмечает эксперт. Издание «Коммерсант» привело цифры, отражающие отношение к специальной военной операции граждан России. 65% россиян полагают, что специальная военная операция проходит для российских войск, цитата, «скорее успешно». Таковы данные опроса, проведенного с 3 по 22 февраля по случаю 2-летней годовщины начала операции. Вариант «скорее неуспешно» выбрали 15% респондентов, а еще 20% затруднились ответить. В марте 2022 года об успешном ходе специальной военной операции говорили 70% опрошенных, а к февралю 2023 года этот показатель снизился до 59%. Решение провести специальную военную операцию на Украине в ходе нынешнего опроса скорее поддержали 68% россиян, 19% скорее не поддержали. Сразу после начала спецоперации доля одобряющих это решение составляла 65%, 25% его не поддерживали, а к январю 2023 года повысилась до 68%. Среди первоочередных целей специальной военной операции респонденты сейчас, как и на протяжении всех минувших 2 лет, называют защиту России, разоружение Украины и предотвращение размещения на ее территории военных баз НАТО. Этому придерживаются 43% населения. Защиту населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 20%, а также изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов 15%. Вариант, цитата, «оккупировать Украину и присоединить ее к России» выбрали 6% опрошенных. В начале специальной военной операции таковых было 5%. Кроме того, 72% респондентов считают, что каждый россиянин должен вносить посильный вклад в успешное завершение специальной военной операции. 19% скорее не поддерживают это мнение, а 64% согласились с тем, что сейчас гражданам России нужно жить согласно принципу «все для фронта, все для победы». Скорее не согласны с этим суждением 28% при 8% затруднившихся ответить. Оценивая прошедшие месяцы специальной военной операции, журналист Юлия Витязева отметила, что за это время мы познали радость, побед и горечь поражений. Конец цитаты. Оглядываясь назад и вспоминая, как и какой ценой мы прошли этот путь, убеждена она, нам нужно идти вперед и смотреть в будущее. Нам предстоит сделать еще очень много, и мы доведем начатое до конца. Конец цитаты. Известный военный репортер Александр Сладков назвал главный урок, который был извлечен из большого украинского наступления 2023 года, на которое Запад и Киев делали главную ставку. Мы поняли, отметил Сладков, что наступать по-старому, скопом
успехом уже самоубийственно. А как же тогда освобождать территорию? И мы научились. Мы стали прятать свои намерения, маскируя действия десятками ложных уколов и маневров. Мы давим всем фронтом мягко, без суеты, проминая там, где нам надо. Это филигранные действия, это уже искусство, а не ремесло. По словам репортера, характер боевых действий еще 100 раз поменяется. Причем, я уверен, под нашим влиянием и контролем, заключил он. Военный блогер Юрий Потоляка отметил, что за 2 года все стало другим, в том числе мир вокруг нас. А еще, считает он, изменилась армия. Изменения огромные, она стала много сильнее. Есть и проблемы, но они вполне решаемые. Итоги 2 лет проанализировал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Его статья опубликована в журнале «Россия в глобальной политике». По мнению аналитика, на первом этапе специальной военной операции Запад уверовал в возможность при помощи комплекса военных и экономических мер нанести стратегическое поражение России. Он вооружил Украину и организовал большое контрнаступление 2023 года. К концу февраля 2023 года у российских войск, по данным американской разведки, в зоне специальной операции было 419 танков, 2928 бронированных машин и 1209 артиллерийских систем. Вооруженные силы Украины имели 809 танков, 3498 бронированных машин и 2331 артиллерийскую систему. При этом на службу в ВСУ были поставлены колоссальные разведывательные возможности западных союзников. Особенно это касается космической разведки, обеспечиваемой комплексом западных военных разведывательных спутников и аппаратов дистанционного зондирования Земли. Это позволило вести мониторинг зоны боевых действий и территории Российской Федерации непрерывно и практически в режиме реального времени. По словам Пухова, для Украины неудача летнего наступления 2023 года стала симптомом фундаментального военно-политического кризиса, продемонстрировавшего отсутствие реальных средств и ресурсов для военной победы над Россией. Уникально выгодное для Украины соотношение сил рубежа 2022-2023 года уже никогда не повторится, считает аналитик. В итоге с осени 2023 года, отмечает эксперт, по мере затухания украинских наступательных действий российские силы развернули серию атак практически по всему фронту, быстро вынудив вооруженные силы Украины утратить инициативу и перейти к обороне. Самый значительный успех достигнут в Авдеевке. По мнению эксперта, основной проблемой для вооруженных сил Украины представляется не столько нехватка вооружения и боеприпасов, сколько нежелание украинского руководства по политическим мотивам развертывать полноценную мобилизацию мужского населения моложе 25 лет. Сейчас мобилизации подлежат только лица старше 30 лет. По оценке директора Центра анализа стратегии и технологий, соотношение сил в зоне специальной военной операции, где России противостоит объединенный военный потенциал Запада, делает неизбежным затяжной характер боевых действий. Цитата: «Москва, скорее всего, намерена продолжать боевые действия как минимум до 2025 года, а возможно и далее, в ожидании достижения мощного военного превосходства над Украиной», заключил эксперт. В нашей сегодняшней передаче на данную тему мы побеседовали с заместителем республиканской общественной организации Айтгалара Ишсом Какале. Здравствуйте, Ишсоу Иванович. Рада приветствовать вас в нашей студии. Сегодня главная наша тема – это 2 года с начала специальной военной операции на Украине. Как вам кажется, многие делают свой обзор, многие аналитики, СМИ. Понятно, это очень важное, скажем так, в мире 2 года происходит очень важное событие. И вот на ваш личный взгляд, все-таки, что такое специальная военная операция? Ой, здравствуйте, спасибо за то, что пригласили. Это, конечно, очень такой многогранный вопрос. Специальная военная операция России на Украине. Что такое СВО? Наверное, все-таки это необходимо рассматривать с позиции следующей. Это навязанная коллективным Западом России проблема, которую, к сожалению большому, по-другому решить уже не удавалось. Вот, на мой взгляд, это выглядит именно так. Мы видели, если вот проследить внимательно все выступления президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, начиная с 2000-х годов, на всех площадках международных он заявлял, требовал, просил, в разных формах подавал. Мысль была одна, там прослеживалась четко, одна и та же мысль о том, чтобы не расширялась НАТО на восток. Это вот прям
такой ключевой генеральной линией было российского руководства. Но несмотря на это, как мы помним, как мы видим, как мы знаем по истории, страна за страной, часть Восточной Европы уходила в блок НАТО. И когда уже вот эта проблема, назовем ее проблема, а это проблема для Российской Федерации, когда подошли к западным границам Российская Федерация отреагировала соответственно тем угрозам, которые перед ней стояли. Это если так коротко, как говорится. Там, конечно, очень много подводных течений, очень много разных моментов. Но так вот коротко, если говорить, то я думаю, ситуация именно такая. Но 2 года это срок небольшой, но он и не маленький. Не маленький срок. И поэтому, наверное, можно, конечно, сказать обо всем невозможно, и вдаваться в каждую подробность это будет сложно, особенно в рамках передачи. Но как вам кажется, все-таки главные итоги вот сейчас, которые можно подводить, вот что поменялось глобально? Глобально поменялось все. И у меня нет сомнений, что поменяется еще раз. То есть вот эти вот изменения, которые начались, они будут продолжаться до тех пор, пока Российская Федерация не займет подобающее место среди игроков мировых. Что произошло сегодня, что можно уже констатировать, что мир стал многополярным. Если он раньше был однополярным, там после развала Советского Союза основную роль и функцию взвалила на себя Америка вместе там, с Европой, но больше это делала Америка, то сегодня мир однозначно становится многополярным. Вот это вот тот результат, который, на мой взгляд, неоспорим в результате вот этих 2 лет. Скажем так, если рассматривать эту позицию, этот вопрос с позиции военных успехов, тут необходимо понимать, что идет война, в общем-то, с коллективным Западом. И я должен сказать, что, на мой взгляд, что Россия довольно успешно справляется с теми вызовами и угрозами, которые возникли. Вот в этой связи, я считаю, необходимо подчеркнуть, как отреагировала наша республика. Вот если говорить о регионе нашем, Кавказском, как отреагировала наша республика на те события, которые начались еще в далеком 2014 году, после известных событий на Майдане и так далее, после того, что началось в ДНР, ЛНР, Донецкой республике. Очень приятно, что мы, как народ, ответили на то, что происходит на Донбассе, адекватно. Мы хорошо помним, как во времена нашей войны жители юга России, вообще России в целом, Приднестровья, Северного Кавказа, организовали добровольческое движение, в результате которого мы получили очень серьезную помощь. И духом нас поддержали, и силой, как говорится, живой поддержали и так далее. И мне кажется, что это добровольческое движение, которое началось тогда, откликнулось эхом, когда начались события на Донбассе. И мы, как мы знаем, около 100 наших представителей, наших сограждан, абхазских ребят сегодня добровольно воюют на стороне Российской Федерации. Это очень приятно. Вот здесь, кстати, хотелось бы сразу провести такой вот, знаете, сравнительный анализ. К примеру, Грузия сегодня занимает 3-е место по количеству добровольцев, воюющих на стороне Украины. Да. Понимаете, как? Это тоже очень показательно, и это надо подчеркивать, об этом надо говорить публично. Понимаете, потому что, может, это кому-то не понравится, что мы об этом говорим, что мы это замечаем, что мы это видим. Понимаете, на фоне того, что, вот, допустим, Грузия занимает 3-е место по количеству добровольцев, идет сближение позиций Российской Федерации и Республики Грузия. А вот с нашей стороны, вот, несмотря на то, что мы добровольно, там, никто никого не обязывал туда ехать, никто никого не уговаривал, не направлял, как говорится. Это все произошло на абсолютно в добровольном порядке. Понимаете, и вот здесь, в этом смысле, у нас немножко, мне кажется, немножко есть вещи, о которых необходимо задуматься. Мы сегодня говорим о проблемах, которые значительно больше нашего понимания, и со своей стороны мы должны думать, наверное, немножко о другом. Как мы можем в этом помочь, и что мы вообще должны делать. На мой взгляд, вот это вот добровольческое движение, которое у нас есть, мы должны думать о том, какие социальные гарантии мы готовы предоставить тем ребятам, которые вернутся оттуда с различными увечьями, может вообще без каких-либо, с Божьей помощью, без ранений, как говорится. Как мы их будем реабилитировать, какие социальные гарантии мы им даем, какие социальные выплаты мы готовы
взвалить на себя готовое государство в отношении семей погибших. Мы знаем, что их уже сегодня уже немаленькое количество. Вот. Я думаю, что мы должны заниматься сегодня именно этим. Я должен отметить, что очень серьезную работу провела наша республика в оказании гуманитарной помощи Да, республикам Донбасса, Луганской Народной Республики и так далее. Вот мне кажется, что вот это направление мы должны развивать. И самое главное, что я хотел бы отметить, вот это очень важный момент и очень показательный момент, я бы хотел об этом, чтобы больше говорили и у нас в стране, и за ее пределами. Добровольческое движение, которое мы сегодня наблюдаем, это движение, которое началось в народе. Никто к этому не призывал, никто на это не указывал, никто не обязывал никого этим заниматься. Это исключительно волеизъявление отдельных граждан, которые выросли на добровольческом движении нашей войны. И мне кажется, что вот здесь есть прямая связь. Я очень благодарен этим ребятам. Я очень благодарен этим ребятам. Вот низкий им поклон. Как вы знаете, Грузия не поддерживает санкции, например. Также было несколько призывов к открытию второго фронта. И в этот момент здесь тоже, конечно, вот как на ваш взгляд, особенно учитывая тот момент, что сегодня войны ведутся немного по-другому, да, война в смысле техническом очень серьезно изменилась, да, и вот после начала этой операции, что начало меняться у нас, вот какой-то вот на Кавказе, какие появились угрозы? Угрозы на Кавказе какие появились? Да, какие вызовы, угрозы. Мне сложно сказать, какие вызовы и угрозы появились на Кавказе. Я думаю, что самой сложной угрозой, которая была уже на Кавказе, с которой Россия справилась, это террористическая угроза. Когда коллективный Запад финансировал и прикладывал серьезные усилия для того, чтобы разжечь террористические очаги на Северном Кавказе. Тогда им это удалось, и Россия адекватно на это отреагировала. Вот в плане Кавказа, вот если говорить в общем о Кавказе, то это основные такие моменты, которые необходимо отметить. Что касается нашей безопасности, Да. я думаю, вот это, наверное, было бы интереснее. Мы реально увидели, да, на уровне ветеранов войны, на уровне молодых ребят, патриотически настроенных, мы увидели, что то, о чем вы сказали, что формы ведения войны изменились серьезно. Вот как мы знаем, общественные активисты организовали покупку дронов, подготовку специалистов. Кстати, эта работа велась и на уровне Министерства обороны. То есть мы, насколько это было возможно в тех условиях, в которых мы находимся, попытались, во-первых, пересмотрели свое отношение к ведению войны, современным методам ведения войны, и попытались подготовиться максимально возможно, насколько это было возможно, и на уровне общественных активистов, и на уровне Министерства обороны. Дай Бог, чтобы нам не пришлось испытать это все в действии, как говорится, и проверить, насколько мы оказались готовы или не готовы. Но то, что какое-то переосмысление, переосознание произошло, на мой взгляд, это очевидно. На ваш взгляд, все-таки какой-то, скажем так, анализ того, что будет дальше, будут ли переговоры, выгодно ли это Украине, выгодно ли это России? Ну вот я хочу напомнить, что Владимир Владимирович Путин несколько лет назад предупредил и граждан Российской Федерации, и граждан дружественных стран, и вообще человечества в целом, что ближайшие годы будут очень сложные. Вы имеете в виду большое интервью, которое... В одном из интервью он это заявил, что ситуация будет сложной и наступают сложные времена. Вот. Это было задолго до начала СВО, но вообще все, что делает этот человек, он обо всем предупреждает открыто и говорит, что это будет так или эдак. Прогнозировать, когда это закончится, когда это закончится, это очень сложно. Но то, что, во-первых, сегодня идет война на истощение. Вот на мой взгляд, это так. Я небольшой специалист военного дела, как говорится, и на уровне, скажем так, телезрителя, наверное, все это вижу. Идет война на истощение. Коллективный Запад делает все для того, чтобы как можно дольше Россия находилась в состоянии войны. Вот я в начале нашего разговора говорил о том, что эта проблема навязана коллективным Западом. Чего они добились? Они добились, с одной стороны, увеличения расходов Российской Федерации, и за счет санкций пытаются добиться снижения доходов, доходной части.
Вот две позиции, которые они объективно добились. И сейчас вот на фоне вот этой специальной военной операции коллективный Запад пытается сделать из России страну-изгоя. То есть загнать ее в санкции максимально и изолировать ее от всего остального цивилизованного мира. Вот это то, что пытается делать коллективный Запад. Россия со своей стороны на деле показала, что за свои интересы она готова пойти до конца. Вот эти две позиции, мне кажется, они абсолютны сегодня. Большое спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.